Роль советского диктатора Иосифа Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян. Почти половина респондентов, согласно опросу российского Левада-центра, готовы оправдать сталинские репрессии. С чем связана высокая поддержка Сталина среди россиян? О чем может это свидетельствовать? Какая роль Сталина в истории Крыма? И как сегодня крымчане относятся к советскому диктатору? Все это мы обсудим в ближайшем эфире. С вами Катерина Некречия. Здравствуйте. Тема дня. А я напомню, что вы слушаете радио Крым Реалии. Это делать можно, с нами находиться можно 24/7 на 105,9 FM или же на сайте Крым Реалии. А также для вас доступны в интернете наши видеотрансляции эфиров на YouTube и Facebook страницах Крым Реалии. Есть еще бесплатный номер телефона для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Вы можете позвонить нам, поделиться своим мнением, обсуждая тему, о которой мы говорим в эфире. Вот сделать это вместе с нами 8 800 10 06 926. И номер телефона для жителей материка 044 490 31 18. Прямой эфир. Значит, вот такие новости. Такой вот опрос, да. Роль советского диктатора Иосифа Сталина. Мне интересно, в школе все как-то проходили, да, как минимум в школе вообще изучение этой личности и его вклада в историю, да, вот так вот сформулирую. Значит, его роль в истории положительно оценивают 70% россиян. Почти половина респондентов, согласно опросу российского Левада-центра, готовы оправдать сталинские репрессии. Это рекордный показатель за все годы соответствующих исследований, информирует русская служба «Радио Свобода». В марте 2019 года в своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса, это 51%. Наиболее значительный рост на 12 процентных пунктов пришелся на уважение. Об этом заявил 41% респондентов. Доля тех, кто негативно относится к Сталину, испытывая раздражение, страх или отвращение, втрое ниже, это 14%. Ну, вот об отрицательной роли Сталина в истории России заявили 19% респондентов. Вот, собственно, по оценке социологов, положительное отношение к Сталину и его роли в истории страны закрепилось на уровне новой социальной нормы. И я только отмечу, что мы, конечно же, собрали разные экспертные мнения для того, чтобы это обсудить. Это очень такой интересный сигнал, очень важный и устрашающий. Поэтому вот до эфира мы связались с кандидатом социологических наук и научным сотрудником российского Левада-центра и расспросили, почему такой вопрос был задан, какую динамику наблюдают социологи и за какой период. Вот Карина Пипия ответила нам в эфире следующее. Это исследование традиционное, можно сказать, которое проводит Левада-центр 90-х годов, но в таких формулировках с 2000-х годов, которое было включено в программу исследований установок советского человека еще при жизни Юрия Левады. И, соответственно, с тех пор эти вопросы периодически повторяются, чтобы фиксировать изменения в общественных установках и настроениях, в том числе касаемо деятельности Сталина и его роли в истории. Если смотреть на динамику общественного мнения, благожелательное отношение к Сталину, на положительную оценку, соответственно, его роли в истории страны, она начала расти с 14-15 годов. В общем-то, понятно, да, поскольку если мы вернемся к событиям, да, того периода, то в связи с Крымом очень много стали говорить о проблеме фашизма. Все это было, значит, реанимировано в исторической памяти при медийной поддержке, при институциональной поддержки, и, соответственно, естественно, образ Сталина как такого борца с фашизмом, благодаря которому, соответственно, мы выиграли в Великой Отечественной войне, он возник вновь и, соответственно, стал оцениваться более положительно, чем было до этого. Соответственно, постепенно эти цифры росли, то есть такой линейный тренд на рост позитивного отношения, который, в общем-то, достиг в этом году максимального значения, которое мы имеем в настоящий момент. Вот, мы услышали, что, значит, такой рост одобрения роли в истории Сталина и личности связан также с аннексией Крыма, да, вы видите, с той информацией, которую федеральное телевидение российское в том числе выливало, да, и вот с этим также, вот как сказал социолог. А также Карина Пипия, кандидат социологических наук, научный сотрудник российского Левада-центра, рассказала о том, какая категория граждан позитивно относится к действиям советского диктатора и о том, как меняется отношение к Иосифу Сталину в постсоветских странах, в том числе и в Украине.
Если обратиться более детально к результатам исследований, то увидим, что, во-первых, политические предпочтения населения не влияют на отношение к Сталину. То есть нельзя сказать, что да, в вопросе принимали участие одни сталинисты или одни коммунисты, соответственно, получили такие данные. Нет, и сторонники Владимира Путина, то есть сторонники правящего режима, и сторонники Владимира Жириновского и прочих, да, значит, кандидатов, за которых население голосовало по их собственному признанию на предыдущих выборах, они, в общем-то, все во всех этих группах по политическим предпочтениям положительное отношение доминирует над негативным. Соответственно, такую же ситуацию мы наблюдаем в отношении возраста. Соответственно, молодые люди уже, да, представители постсоветского поколения, которые никогда не жили в Советском Союзе, тем не менее, транслируют положительные установки в отношении вождя. Более того, категория россиян в возрасте от 18 до 30 лет, она имеет наиболее заметную положительную динамику. Если еще в 2012 году доминировали скорее негативные оценки, то теперь они все чаще говорят, что относятся к Сталину с симпатией и восхищением. Более того, несмотря на то, что в исследовании именно этого года мы не повторяли свой совместный мониторинг с Киевским международным институтом социологии, тем не менее, тут следует подчеркнуть, что респонденты, соответственно, в Украине, которые принимали участие в проекте, у них напротив доминируют негативные отношения. Более того, это негативные отношения год от года увеличиваются. То есть, да, казалось бы, даже те люди старше 50 лет, которые, в общем-то, живут там, и те жители России, да, такого аналогичного возраста, которые, в принципе, все жили в советское время, но, тем не менее, мы видим, как прошлое конструируется по-разному в некогда, да, бывших соседских странах. Соответственно, да, из этого мы можем делать вывод, что отношение к вождю, оно обрастает, да, в каждой постсоветской стране какими-то своими смыслами, обретает свою ту или иную историческую оценку. Мы только что слышали, значит, кандидата социологических наук, научного сотрудника Российского Левада-центра Карина Пипи дала комментарий нам до эфира, значит, прокомментировав и объяснив те результаты такого опроса, да, и, собственно, почему уровень одобрения Сталина россиянами побил рекорд, да, почему это происходит, и, то есть положительно оценивают деятельность советского диктатора 70% россиян, исходя из опроса Левада-центра. Что происходит? Сейчас будем разбираться, и наш спикер Борис Соколов, российский историк, уже с нами на связи. Приветствую вас. Здравствуйте. Скажите, вас такие результаты удивляют или уже нет? Уже нет. Дело в том, что в стране, скажем, с 2014 года, а я бы даже сказал уже, наверное, с конца 2012-го, развернута довольно мощная имперская пропаганда, в которой фигура Сталина играет важную роль. То есть, когда говорят о Сталине, прежде всего говорят о его роли в победе в Великой Отечественной войне, о его роли в расширении империи, в превращении СССР в ядерную сверхдержаву. О его преступлениях говорят достаточно вскользь. То есть те общественные организации вроде мемориала, которые занимаются как раз главным образом историей сталинских преступлений, они очень ничтожно оказываются представлены в российском медиапространстве. Население, в общем, отражает телевизор, и прочий поток информации. Вот у нас есть звоночек из Крыма. Предлагаю выслушать человека. Если будет вопрос, то, конечно же, есть такая возможность. Российский историк Борис Соколов с нами на связи. Я думаю, что он, если это будет вопрос, ответит на него. А вы в эфире. Слушаем вас. Откуда вы нам звоните и какой ваш вопрос или комментарий? Здравствуйте, Катерина, это Владимир. Здравствуйте. Интересная тема, спасибо вам за тему. Я очень люблю историю, изучаю ее. Но на самом деле Сталин был ничуть не хуже своих современников, того же Рузвельта, Черчилля и других правителей. Просто если вы изучите историю США, то во время Великой депрессии погибло или были репрессированы в США, в Соединенных Штатах, не меньше человек, гораздо больше. Тот же самый запрет на хранение золота и обязанность сдавать его государству, и репрессии как для тех, кто отказывался в США, если почитаете, то вы ужаснетесь. В то же время
в английских колониях, в той же Индии, в это же время или чуть раньше. Владимир, я вас Было- все-таки остановлю. У нас вопрос, мы говорим сегодня, да, о безусловной любви народа. Сталин и россияне. Почему пик поддержки, он достиг вот такого максимума? 70% опрошенных людей, да, не поддерживают. Вот у нас к вам вопрос. То есть вы, поддерживаете ли вы действия в истории, да, историческую личность и его вклад в историю, значит, советского диктатора Иосифа Сталина? Вопрос к вам, пожалуйста. Да, я поддерживаю однозначно действия Сталина. Он Если для у своего вас времени вопрос был великий человек. если у вас вопрос к историку, к российскому историку, Борис Владимирович Соколов с нами на связи, какой-то вот вопрос по истории. Может, вы чего-то не дочитали, да? Может, вас возмущает, почему вот многие историки в таком контексте, не в таком, как вы, контексте, скажем так, освещают личность советского диктатора. Какой-то есть у вас вопрос? Да, у меня есть вопрос к историку. Пусть мне историк расскажет, чем Сталин был хуже своих современников. Мгм. Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи российский публицист и историк Борис Соколов. Борис Владимирович, ну, есть ли у вас что ответить нашему слушателю? Да, конечно. Ну, я не очень понимаю, почему надо Великую депрессию сравнивать с преступлениями Сталина. Великая депрессия, да, это была трагедия в истории США, но ее, скажем, президент Гувер или потом президент Рузвельт, они не творили эту трагедию. Это было следствие обстоятельств от них независящих. И, собственно говоря, я не очень понимаю, что значит количество репрессированных в годы Великой депрессии больше, чем количество репрессированных при Сталине. Ну, никаких массовых репрессий по политическим мотивам, вообще говоря, все-таки в Штатах не было. Никого там не расстреливали, не вешали в таком количестве, во всяком случае. То есть, может быть, конечно, какой-то всплеск преступности там и был. Я не располагаю статистикой. Наверное, был в связи с появлением множества безработных, но я не думаю, что там количество репрессированных исчислялось сотнями тысяч за время репрессии. Это первое. Насчет Черчилля и Индии, все-таки в Индии, извините, голод случался и до Черчилля, и во время Черчилля. И, кстати, так уж особого голода в войну там не было, скажем, большего, чем в предвоенные годы, когда Черчилль вообще не имел отношения к управлению страной. Так что я не понимаю, что тут сравнивать. Каких-то массовых репрессий не было. Ну а что Сталин чемпион по числу жертв в годы Второй мировой войны, когда советский народ потерял где-то погибшими порядка 40 миллионов человек. Это значительно больше, чем все остальные страны вместе взятые. То есть я тоже тут не понимаю, что сравнивать. Ну, тут это, наверное, какой-то, ну, немного, может быть, манипуляции в таком комментарии или в таком вопросе присутствует от нашего слушателя. Но, Борис Владимирович, почему историческая память, она, ну, получается, что она или напрочь отсутствует, да, потому что я вот сейчас даже вот открываю просто наугад какие-то ссылки в интернете, там великий руководитель, смотрю, что нам комментируют под нашей трансляцией в YouTube, значит, тоже поставил страну на ноги, а кто бы смог еще так, и прочие заслуги, да, Иосифа Сталина перечисляются вот какие-то. Почему как-то стерто с памяти или вообще многие как будто бы не знают об этих сотнях тысяч жертв, о репрессиях массовых, о расстрелах, лагерях и прочим вещах, да, и ну, это значит, что, может быть, семьи не столкнулись, может, бабушки с дедушками, прабабушки не рассказывали, что происходило, да, может быть, так историю в школе подавали, или с чем это связано, учитывая, что у всех у нас сегодня есть доступ в интернет, и можно просто, ну, огромное количество информации об этой личности найти, разной. Я должен сказать, что в тоталитарных государствах или в жестко авторитарных там историческую память в очень значительной степени формирует государство, которое, так сказать, дает наиболее мощный поток
информации. Если мы посмотрим российский интернет, ну, подавляющее число сайтов там, которые, например, пишут об истории, они, строго говоря, ну, прокремлевские, проправительственные. И они вот именно таким образом, в просталинском духе, формируют историческую память. Или даже в более просталинском, чем, может быть, официальная линия. И в этом отношении, если человек не обращается к иностранному интернету, а думает, что все-таки подавляющее большинство пользователей в России до него не доходит, он из интернета получает примерно ту же самую картину, что из телевизора. Мгм. Да, на самом деле, действительно, получается, что русскоязычный интернет, да, вот если вот так вот гуглить ищешь, что очень много ссылок, а там информация не совсем вот та, Нет, да? Яндекс вообще поисковую систему выстраивает так, что там, в общем, неугодные сайты, они просто не отражаются в поисковиках. Да, это, конечно, интересный факт. А вот относительно того, да, что будет дальше? Вот сейчас Левада-центр показали по опросу, что 70 поддержки и одобрения россиян, Сталина россиянами есть. А что будет дальше? Этот процент будет расти? Или что нас ждет вообще? Какие прогнозы? Есть ли у вас какие-то Ну, прогнозы я на не этот счет? знаю, мне кажется, что этот процент сам по себе достаточно высокий. Может быть, он дальше уже особо и расти не будет, но примерно на таком уровне он может сохраниться достаточно долго. А к чему это может привести? Ну, не знаю, мне кажется, сейчас политика как бы заключается в том, чтобы вот мыслями об имперском величии отвлечь людей от трудностей современной жизни, когда повышается пенсионный возраст, повышаются налоги, падает уровень жизни. И народу, в общем, не объясняют, что это происходит там из-за войн в Сирии, из-за войн в Донбассе, из-за там, аннексии Крыма, что все это связано с большими расходами. А вот, значит, предлагают вспоминать о героическом прошлом сталинской эпохи. Ведь никто же не любит сталинскую эпоху, потому что там людям хорошо жилось. Такого представления у большинства россиян нет. Но именно вот что это такая героическая эпоха, тогда мы были великими, сильными, нас уважали во всем мире, мы там господствовали чуть ли не на трети земного шара и так далее, там после Второй мировой войны. Поэтому, так сказать, в этом определенная политика есть, чтобы героические истории отвлечь внимание от сурового настоящего. Тем более сталинская эпоха, она же предстает главным образом не эпохой преступлений, там, массового голода, а эпохом каких-то героических свершений. Вот создают мощную индустриальную державу, побеждают в войне. На это же делается упор. Мгм. Борис Владимирович, ну в начале разговора нашего вы сказали о том, что ну, по сути, да, это реакция людей на то, что они видят в телевизоре или на то, что они слышат от действующей власти, например, да, в том числе, потому что мы заметили, мы знаем, мы социологи Левада-центр говорят о том, что преимущественно положительные чувства к советскому лидеру испытывают, там, например, не только сторонники КПРФ, но и голосовавшие на президентских выборах за Владимира Путина или Владимира Жириновского люди. При этом доля опрошенных с позитивным отношением преобладает во всех возрастных группах. И еще такой момент. Значит ли это, что если, ну там, условно, завтра начнут по телевизору показывать другую историю, да, другие факты о советском диктаторе, что со временем люди изменят свое мнение? Ну, не знаю. Для того, чтобы люди изменили свое мнение, должна быть прекращена вот эта вот пропаганда, которая ведется. А для этого, наверное, требуется как минимум смена политического режима. Я не думаю, что ныне существующая власть будет вносить какие-то принципиальные коррективы в политику исторической памяти. Мгм.
Вот такие вот оценки. Такой вот опрос, который, как сказал наш спикер, российский историк Борис Владимирович Соколов, что, значит, он уже не удивляется таким показателям. Спасибо вам за то, что вы включились к нам в эфир, еще и с нашей аудиторией немного пообщались. Ну, к слову, мы назвали эту тему, безусловно, «Любовь народа», Сталин и россияне. И, конечно же, мы уже услышали, мы сейчас будем говорить о роли Сталина в жизни полуострова, да, о его вкладе, в кавычках, в историю Крыма. И на самом деле это очень важная часть. Но мы уже услышали и от социологов, и от российского историка, что вот такое вот одобрение фигуры, да, исторической фигуры Сталина, оно связано в том числе с событиями 2014 года, в том числе и с аннексией украинского полуострова, поскольку тогда массово очень много, значит, российский телевизор показывал информацию под определенным углом, или вообще вовсе не информация, да, а фейков вот таких. Ну, мы до эфира также пообщались с нашим коллегой, с историком Сергеем Громенко, и расспросили его о месте Иосифа Сталина в истории Крыма. Давайте послушаем, что он сказал. Крым в центре внимания. Если мы абстрагируемся от моральных оценок, будем смотреть только на такой объем свершения, если позволено это будет так назвать, то, конечно, Иосиф Сталин – это один из самых примечательных деятелей крымской истории, но примечательных, конечно, со знаком минус. Это злой гений, это демон, который, с одной стороны, сделал Крым в 20 веке тем, с чем нам приходится иметь дело в 21 веке, и, с другой стороны, сделал это совершенно не спросив мнения крымчан. Иосиф Сталин был наркомом, то есть министром по делам национальностей в Советской России в те годы, когда определялось будущее Крыма, когда формировался статус Крымской автономной Советской Социалистической Республики в составе России. И он же был лидером и, в общем-то, неограниченным повелителем Советского Союза в тот момент, когда принималось решение о ведении боевых действий на полуострове Второй мировой войны, о выселении, о депортации крымских татар, а затем и представителей других народов с территории полуострова. Он же принимал участие в разделе мира вместе с Британией и Соединенными Штатами, опять же, в Крыму. Поэтому, конечно, история Крыма без биографии Иосифа Сталина в 20 веке совершенно непредставимо. Но при этом, конечно, мы должны понимать, что лучше бы для Крыма и для крымчан было, чтобы Сталина не было. Не только для крымских татар, но и для всех остальных народов. Крым в центре внимания. Крым в центре внимания, и это так. Мы только что слышали нашего коллегу Сергея Громенко, крымского историка, который, собственно, вот одна часть его комментария, он рассказал о месте Сталина, да, в роли Сталина в истории Крыма. И на самом деле я читаю ваши комментарии также в Ютубе и в Фейсбуке. Ну, в Ютубе много достаточно комментариев с позитивной оценкой действий Сталина. Смотрите, мы сейчас его не рассматриваем. Ну, то есть мы говорим о российском диктаторе, который погубил миллионы жизней вот вашей страны, нашей страны, да, этой страны. И вот этого всего, это большая махина огромная. Мне интересно, сталкивались ли вы с людьми, если это не в вашей семье была, не история ваших прабабушек, прадедушек, бабушек, дедушек, да, то ну хоть как-то вы слышали вообще о репрессиях? Вот у меня такой вопрос к аудитории, которая восхваляет, которая, очевидно, входит в эти вот проценты людей, которые одобряют действия Сталина. Вы вообще знакомы хоть немного, хоть с одной какой-то историей репрессированного человека, репрессированной семьи, с тем, как проводились расстрелы, кого расстреливали и вообще какой была политика Иосифа Сталина? Хоть немного, да? А сейчас, ладно уже, давайте хотя бы про Крым поговорим. Вы знаете о том, какой вклад в ход крымской истории и в миллионы крымских, в сотни тысяч крымских жизней, какой вклад сделал вообще Иосиф Сталин? Вот у меня к вам вопрос. Просто ответьте, да или нет. Знаете или нет? И какое-то значение для вас это вообще имеет или нет?
да, потому что вот в Фейсбуке пишут, например, ущербные люди любят диктаторов, Иван Приходько написал, да, значит, в Ютубе много комментариев с восхвалениями этого человека. Мы продолжим разговор на 105,9 FM в Ютубе и Фейсбуке «Крым Реалии». Тема нашей программы, безусловно, «Любовь народа», Сталин и россияне. С вами Катерина Некречия. Мы продолжаем говорить об этой теме сегодня. И вот на самом деле, да, мне просто можно говорить много о чем, но сейчас мы говорим о роли в истории России, в истории. Окей, хотите, там мы даже не берем сейчас, мы берем реакцию россиян, да, и мы говорим о роли Сталина в истории Крыма. Вот так вот я поверну, да. У нас, значит, включился российский историк, который рассказал вам о масштабах трагедий, к которым привел Иосиф Сталин, и рассказал о том, почему одобрение в России этой фигуры исторической так велико. Вот какие могут быть причины? Причина в том, что, во-первых, можно заметить, что весь русскоязычный интернет, он реально в статьях, в каких-то материалах определенного характера. И, с другой стороны, это телевизор, который с 2014 года, с момента там, российской оккупации и аннексии Крыма, вот, значит, так активно тоже подавал информацию под определенным углом. Вот, да. И поэтому у меня вопрос обычный к вам. Знаете ли вы о каких-то репрессиях от Сталина? Что вы знаете об этом? И знаете ли вы, что в Крыму случилось? Если нет, если вдруг нет, или если вдруг вы читали какие-то материалы, те, которые отредактированы в том смысле, что они написаны, как сказал наш эксперт, который включался ранее, под определенным углом, с определенной целью, да, или же вы ищете информацию в независимых источниках, в разных источниках, которые вам приоткроют немного вот эту вот дверь в эту комнату истин. Поэтому сейчас, если вдруг вы не знали о том, что в Крыму происходило, мы вам расскажем. Вот, значит, еще раз предлагаю послушать Сергея Громенко. Также, да, в этом комментарии нам крымский историк, наш коллега, он рассказал об истории крымско-татарского народа и роли Иосифа Сталина во время их депортации с полуострова. Давайте послушаем. Мнение. Мало найдется других народов, подобных крымским татарам, у которых Иосиф Сталин занимал бы такое вот почетное место главных злодеев, потому что для россиян, в таком вот широком политическом смысле, Иосиф Сталин — это отчасти свой правитель. Конечно, большевики узурпировали власть, конечно, Сталин не был этническим русским, но тем не менее он управлял империей из столицы России, из Москвы, и многие, даже те, кто в гражданскую войну сражались на стороне белых, в конечном итоге примирились там со Сталиным, с его политикой, и в 30-е годы в эмиграции, в Маньчжурии ходила даже такая шутка про Сталина. За то, что самодержец, прощаем, что марксист. Крымские татары не могут поставить в заслугу Иосифу Сталину абсолютно ничего, а вот счет ему могут предъявить громадный. Начиная с того, как именно была устроена автономная Советская Социалистическая Республика в Крыму и заканчивая, конечно, депортацией и фактическим геноцидом, который он организовал по единственно своей воле. У него не было никаких объективных предпосылок для того, чтобы это сделать, но из внутренних соображений, готовясь к войне с Турцией, он решил очистить от, возможно, нелояльного ему населения все приграничные территории и начал в 1943 году с Кавказа и закончил в 1944 в Крыму, выселив практически все неславянское население. И там сначала крымские татары осуждены были на бессрочное изгнание, а даже когда уже после смерти Сталина с них было снято обвинение в массовом предательстве, им все равно не разрешили вернуться домой. А когда они вернулись домой, оказалось, что сталинский режим раздал их земли и дома переселенцам из России, из Украины, уничтожил более 1000 крымско-татарских топонимов, чтобы вытереть память об этом народе. И, конечно, крымские татары теперь задаются вопросом, а какого, собственно, рожна на полуострове вновь начинает возникать вот культ Сталина? Какого рожна россияне устанавливают ему памятники и мемориальные таблички и пытаются оправдать? Почему вообще может так на две чаши весов класться какое-то там эфемерное развитие Советского Союза и миллионы жертв, за которые ответственен лично Сталин? Конечно, Сталин в Крыму это был, есть и всегда до скончания времен будет фигурой преткновения.
между, с одной стороны, крымскими татарами, большей частью украинцев и, так скажем, европейски настроенными россиянами, и теми россиянами или русскими, украинцами, которые настроены патерналистски, имперски, ностальгируют по империи или по Советскому Союзу. Мнение. То есть только что мы слышали Сергея Громенко, крымского историка, и он, собственно, немного в общих чертах познакомил вас с историей крымско-татарского народа и ролью вот именно Иосифа Сталина, да. И вдруг, если вы не в курсе, пожалуйста, 1944 год, депортация крымских татар. Немного изучите, правда. Я даже не хочу смотреть комментарии в YouTube, потому что я не сильно понимаю, зачем здесь манипулировать. Я вот сейчас обращу свое внимание, свой взор на комментарии в Фейсбуке, да. Вот, например, Наталья Луценко пишет: в моей семье знали и ощущали репрессии, и ответ, да, собственно, знали о том, какие репрессии, да, вот. Потому что те комментарии, которые в YouTube, я смотрю, что, значит, никто вообще ничего не знает об этом. Вот просто никто. Вы, как о великом руководителе, только можете комментировать этого человека, и все, да. То есть тут я вам задаю конкретные вопросы, что вы знаете о крымской истории в этом контексте, что вы знаете на личном примере, на примере ваших друзей, соседей, родственников. Значит, потом, да, вот и все. 8 810 06 926, если вы нам хотите позвонить в эфир. И я так понимаю, что у нас есть звоночки, есть звоночек на связи, но перед этим я хотела бы представить нашего следующего эксперта, член Меджлиса крымско-татарского народа Гаяна Юксель с нами на связи. Гаяна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала разговора, есть у нас телефонный звоночек, предлагаю послушать, кто же нам позвонил. Поэтому представьтесь, пожалуйста, какой ваш вопрос или комментарий. Доброе утро. Здравствуйте. Я сам крымский татарин. Вот. И сам факт вот такого возвеличивания Сталина для меня, это, вы знаете, оскорбительно. Был в истории у нас такой случай в семейной этой истории. И вот когда дедушка на фронте получил ранение, вот, это уже к концу где-то 45-го, где-то под конец войны, короче. И его, как этого победителя, прошел почти всю войну, депортировали в Узбекистан со всей основной массой крымских татар. И он умер с этим тавром предателя и изменника, хотя он и воевал. Вот. И, к сожалению, эти факты упускаются из российской историографии, что крымские татары тоже были на войне, тоже участвовали в войне. Но, тем не менее, эта сторона почему-то замалчивается, а всякие там коллаборанты, предатели, изменники, когда в любом народе есть это, под общую гребенку, под они замазывают все остальное население. Спасибо. Спасибо вам за звоночек. Вот, да, благо, что есть разные звонки в нашем эфире. И, Гаяна, если у вас что добавить, может быть, да, потому что мы уже тут, значит, минут 30 обсуждаем всю эту тему. Начали мы с чего? Напомню нашим слушателям, может, тоже кто присоединился только что, уровень одобрения Сталина россиянами побил рекорд. Согласно опросу Левада-центр, значит, 70% жителей современной России, они положительно относятся к роли советского диктатора в истории. Вот, да. У нас уже включался российский историк, который сказал о том, что его уже такие показатели не удивляют, и причина в телевизоре, который с 2014 года он очень активно показывает такое, в российских руководителях или каких-то, да, лицах, которые имеют влияние, которые также одобрительно относятся к Сталину. Ну и вот, собственно, и русскоязычный интернет, который заполнен информацией одного характера о роли этого человека, да. И вот мы подошли к таким образом к действиям Сталина в Крыму, да. Ну, вообще, как вы оцениваете такую вот колоссальную поддержку Сталина россиянами? Вы знаете, Катя, я вчера видела результаты этого опроса, читала о них, и хочу сказать, что меня, как крымскую татарку, и многих моих соотечественников, они не могут просто возмущать, потому что Сталин
как тиран, палач, как человек, который олицетворяет тоталитарный режим, никак не может быть поддержан или культивирован в нашем народе. Тем более это личность, по вине которого прошла депортация крымских татар в 1944 году. И не только. Вот сегодня 17 апреля, а 17 апреля 1938 года в Симферопольской тюрьме были расстреляны сотни представителей крымско-татарской интеллигенции. Среди них и Мамут Ниндим, и Али Баданинский, и Осман Акчокраклы, и Умер Ипчи, и многие-многие другие. А до этого в 28 году расстреляли главу ЦИК Вели Ибраимова. И это только небольшая часть тех репрессий, которые были устроены Сталином в Крыму. Я, конечно, лично я в ужасе от этих опросов и в ужасе от результатов, которые получаются. Как можно культивировать тирана, на совести которого, по вине которого погибло почти 40 миллионов человек. Это просто какое-то одурманивание, оболванивание и непонимание самой истории. Это результат и пропаганды, и вот той системы образования, которая существует в Российской Федерации. И, собственно говоря, ответ на вопрос о том, а почему вы были против оккупации? Потому что мы, крымские татары, имеем очень хорошую историческую память и знаем, что делала сначала Российская империя, потом Советский Союз, а вот сейчас Российская Федерация с коренным народом. Это все звенья одной цепи и, к сожалению, очень тревожные и очень печальные для нас. Гаяна, а знаете ли вы о том, как меняется вот отношение в Крыму к фигуре Сталина, да, и, может быть, расскажете, если мы говорим не только о крымско-татарском народе, да, но и там о русских или украинцах, вот есть ли какие-то изменения, как это было до 2014 года, до российской аннексии полуострова, да, и я думаю, что вас информируют, вам рассказывают, что сейчас происходит. Вы знаете, из того, что я могу видеть и что я знаю о происходящем на полуострове, насколько я понимаю, культ Сталина, он навязывается, он прививается и, скажем так, культивируется вот той властью, которая сейчас де-факто контролирует ситуацию на полуострове. Опять-таки, здравомыслящее население, те люди, которые были в моем окружении и из числа славянского населения, и, конечно же, наши крымские татары, они ни в коем случае не могут приемлить его как какого-то выдающегося деятеля истории, ни в коем случае. И, конечно же, крымские татары, которые в окружении, они с ужасом просто смотрят на все происходящее, потому что, просто неприемлема эта фигура для коренных народов, для крымских татар, и я думаю, не только для нас, и для всех тех, кто попал под каток репрессий. Это человек, который откинул развитие страны на 20-30 лет назад. Человек, который не жалел своих людей. Вот принцип «бабы еще нарожают», заложенный и действующий в России, он при нем был заложен. При нем была создана система ГУЛАГов, система лагерей, где бесплатно использовался труд невинно осужденных людей. Это разрушенные судьбы, разрушенные семьи, разрушенные карьеры, поломанные вообще истории, понимаете, ужасные истории. Просто вот возьмите и почитайте то, что происходило в то время. И как можно поддерживать и культивировать такого человека. Угу. Гаян, у нас был еще вот такой звоночек, человек не смог, с материковой части не смог оставаться долго на линии и дождаться, пока его включат, но он просил озвучить такой вопрос о том, да, там что-то о пенсиях, что правда ли, что не платили пенсии и прочее. Но мне вот кажется, что, и даже вот в комментариях какой-то дискурс, который пытаются вот поднять люди, что на самом деле не была пенсия, какой она была, это же другой разговор. То есть, когда россияне принимали участие, вот те, которые принимали участие в вопросе Левада-центр, отвечали на те вопросы, которые им задают, и одобряли, 70% одобрили действия советского диктатора, они же не об уровне жизни на самом деле говорили, да? То есть, вот тут и не о пенсиях. И когда у тебя на одних весах, значит, миллионы жизней, миллионы семей, репрессий, ГУЛАГи, о чем вы говорите и прочее, да, а на другой стороне хлеб с маслом,
то, ну, это такие, ну, если мы смотрим с исторической перспективы, ну, это вообще очевидно, по-моему, что на весах перевешивает, да. Гаяна, что делать дальше? У меня такой вопрос, да, потому что так или иначе мы понимаем, что вот такая она современная Россия, мы понимаем, что Россия, она, значит, аннексировала Крым и считает его сейчас, на данный момент, своим. Что будет дальше, мы не понимаем, но вот существуем в той реальности, живем в той реальности, которая есть. Что делать дальше и как может измениться лицо Крыма, да, лицо Крыма, то есть я о людях, которые живут на полуострове сегодня в тех условиях, в которых оказались, из-за вот такой вот российской активной поддержки советского диктатора. Я, честно говоря, пропустила момент с пенсиями. Вероятно, это связано с выплатой пенсий на территории полуострова и якобы их повышением, да, насколько я понимаю? Не-не, это у нас был слушатель, который позвонил, попросил вот озвучить про пенсии, что не все так было хорошо, что пенсии там не платились в сталинские времена. Да? Так, конечно, Да, я тут вообще о том, что, в принципе, разговор-то, ну, на самом деле, когда там россияне принимали участие в вопросе и одобряли или нет действия Сталина, ну, 70%, как мы видим, одобрили эту историческую фигуру, то явно же там они не задумывались о том, какие были пенсии, были они или нет, да, они пользовались той информацией, как нам сказали эксперты выше, которую им озвучивали в телевизоре или которую, значит, максимально поширюють, розповсюджують в русскоязычном интернете, да, то есть... Вы знаете, я вообще удивлена, что дело свелось к пенсиям. Пенсия – это, конечно, важный вопрос, как и заработная плата, но дело в том, что при Сталине не то что пенсии, а в целом, и пенсии в том числе, а в целом прав человека не существовало. О каких пенсиях идет речь, если при нем началось раскулачивание в 20-е годы, отбирали имущество, унижали, высылали. У нас первая такая скрытая депортация в истории была на Урал. После была война, где тоже работали без пенсии, заработных плат, по сути, за хлеб или за пайки. А потом была депортация и работа в колхозах за так называемые трудодни. Причем эта ситуация, она характерна не только для крымских татар. Весь Советский Союз вот так вот работал, и ситуация не сводится просто к пенсии. Это если только об этом говорить. Теперь что делать? Вот вы знаете, продолжать свою работу. Казалось бы, перед нами такая махина, такая страна, которая выделяет огромное количество средств и на пропаганду, и на образовательную систему. Но я считаю, что контрработа, вот именно в этом контексте она выглядит как контрработа, да, разъяснение того, что было в действительности, озвучивание реальных исторических фактов, поддержка тех, кто занимается информационной, образовательной, просветительской работой, кто имеет силы и возможность поднимать архивные документы и рассказывать о том, как это было на самом деле. Вот она очень важна, потому что этот глаз, эта работа, она не пройдет впустую. И я все-таки надеюсь на здравомыслие людей, потому что не может человек, вот так беспощадно относившийся к своему народу, уничтожавший его, просто не ставивший ни во что человеческие жизни, не может остаться в истории вот такой вот важной исторической фигуры. И никакие так называемые победы, которыми пытаются его прикрыть, этот факт не оправдывают. Я считаю, что нужно продолжать работу, рассказывать, просвещать, причем делать это гораздо больше, чем это делается в Крыму, потому что в Крыму люди находятся в условиях несвободы. Я вот смотрю на своих коллег крымских татар, с теми, которыми я работала в университете, с теми, с которыми работала в средствах массовой информации, они же понимают, что происходит. Они видят, что действительно ложь, действительно лживые учебники, манипуляционные. С одной стороны, заявление о том, что любят крымских татар и дали им кучу-кучу прав, а с другой стороны, вот такая вот работа, когда выходят учебники, и там крымские татары открыто называются предателями, коллаборантами. И все молчат, потому что находятся в условиях несвободы. Здесь нам вот эту вот работу нужно продолжать и усиливать.
Мгм. Спасибо вам огромное. Но я бы, Гаяна, еще знаете, что у вас спросила? Какие источники информации для того, чтобы знать или да, там, изучить, или хотя бы по верхам пробежаться, чтобы понимать о действиях советского диктатора Иосифа Сталина? То есть какие источники информации для этого существуют? Вот в интернете, например, может, вы что-то посоветуете? Потому что вот я просто реально в этот же момент беру, гуглю, да, на русском языке, и те ссылки, которые мне выдаются, это, конечно, мне кажется, не связано с историей, это связано с пропагандой. Поэтому тут еще есть вопрос, что людям действительно может быть сложно найти факты, а не пропаганду. Вы знаете, по истории крымских татар и, ну, скажем так, ближней истории 20 века, я бы посоветовала работы таких историков, как Гульнара Бекирова, Гульнара Абдулаева. Ну, у нее немножко позже Крымское ханство, но есть и работы, которые с депортацией связаны. У нас был историк Рифат Курцитов, он ныне покойный, он тоже писал большое количество работ. Кстати, это человек, который прошел войну, видел депортацию, вот, и во время одного из инцидентов его оскорбили, его назвали неучем, и вот в результате такого оскорбления, да, он решил, что он будет историком, будет собирать факты. Большое количество очень интересных сведений он собрал о Крыме и о крымских татарах. А дальше Аблязис Велиев. Аблязис Велиев вообще составил целую энциклопедию. У него 7 томов, вышло 5 об участии крымских татар во Второй мировой войне. Это что касается крымско-татарской истории. Эти все издания есть в интернете, и если даже не в полном виде, то есть определенные статьи с отсылкой на авторов. А что касается основных источников, это, конечно, Институт национальной памяти Украины, вот, работы исследователей ведущих вузов страны. Здесь достаточно большое количество работ. Вот, например, по медийной сфере большое количество работ было защищено уже по истории 20 века Украины, по национально-вызвольным змаганиям, по ситуации в Западной Украине, по УНР и так далее, и так далее. То есть эти работы есть, просто их нужно искать. И они находятся на сайтах, во всяком случае, ссылки на них находятся на сайтах ведущих вузов страны, Института национальной памяти, а также есть ссылки на сайтах библиотек Максимовича, Вернадского, частично Омеляна Прыцака библиотека, она находится в Киево-Могилянской академии, хотя там больше старая информация, то есть древние века. Вот, то есть я считаю, знаете, Катя, при том, что вы говорите, человек, который хочет знать и ищет, он обязательно информацию будет находить. Мгм. Да, это на самом деле, тут сложно не согласиться с вами, потому что это сейчас, да, время такое, это не 10 лет тому назад, не 20 лет тому назад, не 30 лет тому назад, у нас есть интернет, и, в принципе, у очень многих есть доступ к нему, а там уже кто какую информацию находит, действительно можно постараться, чтобы найти, может быть, противоположную. Задавайте всегда себе вопросы и находите на них ответы. С помощью наших экспертов, в том числе, это можно сделать. Спасибо вам за то, что к нам включились. Член Меджлиса крымско-татарского народа Гаяна Юксель была с нами на связи, и мы, собственно, вот такие комментарии от разных спикеров в нашем эфире получили. Ну и действительно, тут сложно не согласиться с тем, что информация доступна. Бери, не хочу. Да? Ну вот другой вопрос, что не хочу, очень часто может звучать. Поэтому задавайте себе вопросы, и если уж, например, да, если вы совсем не согласны с историками российскими, украинскими, которые сегодня звучали в нашем эфире, ну вдруг, да, то, опять же, задавайте себе вопрос, а почему этот или другой историк, или тот или другой спикер так говорит? Да, почему? Задайтесь этим вопросом, погуглите больше об этой теме, и вы, возможно, найдете, не то, что возможно, вы, если хорошо в этом поработаете, то вы, конечно же, найдете какие-то факты, почему тот или иной историк так высказывается, да, и тут очень действительно важно понимать, что информации очень много, и вот как мы слышали от нашего крайнего спикера, что там есть историки, есть авторы, которые помогут в этом разобраться. Я только вот могу еще рассказать вам еще один секрет о том, где брать исторические какие-то вот обработанную, уже переработанную информацию блогерами или историками в доступной и легкой форме. Для того, чтобы знать больше, все это скажу вам через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. С вами радио Крым Реалии, я Катерина Некреча, и тема нашей программы сегодня, безусловная любовь народа, Сталин и россияне. Это радио Крым Реалии, и мы уже подходим к концу нашей программы. Мы уже обсудили с очень разными экспертами и с разными комментариями эту тему. С чего все началось? Напомню еще раз, с того, что Левада-центр провели опрос, не первый опрос на эту тему, но, значит, они говорят о том, что уровень одобрения Сталина россиянами, он побил рекорды, и сейчас это 70%. 70% россиян одобряют действия, значит, и роль советского диктатора так положительно оценивают в истории. Ну, это вот один момент, мы его обсудили. Я только хочу, вот буквально там же с первых слов уже наши эксперты, они связывали в том числе, да, такую оценку россиянами действий Сталина с тем, что с 2014 года велась активная такая пропаганда из российского телевизора. И вот немного напомнить вам, что же сказал, например, Сергей Агроменко, крымский историк, в комментарии нам, мы записали с ним комментарий ранее, и вот что он сказал о роли Сталина в истории Крыма. Давайте послушаем. Если мы абстрагируемся от моральных оценок, будем смотреть только на такой объем свершения, если позволено это будет так назвать, то, конечно, Иосиф Сталин – это один из самых примечательных деятелей крымской истории, но примечательных, конечно, со знаком минус. Это злой гений, это демон, который, с одной стороны, сделал Крым в 20 веке тем, с чем нам приходится иметь дело в 21 веке, и, с другой стороны, сделал это совершенно не спросив мнения крымчан. Иосиф Сталин был наркомом, то есть министром по делам национальностей в Советской России в те годы, когда определялось будущее Крыма, когда формировался статус Крымской автономной Советской Социалистической Республики в составе России. И он же был лидером и, в общем-то, неограниченным повелителем Советского Союза в тот момент, когда принималось решение о ведении боевых действий на полуострове Второй мировой войны, о выселении, о депортации крымских татар, а затем и представителей других народов с территории полуострова. Он же принимал участие в разделе мира вместе с Британией и Соединенными Штатами, опять же, в Крыму. Поэтому, конечно, история Крыма без биографии Иосифа Сталина в 20 веке совершенно непредставимо. Но при этом, конечно, мы должны понимать, что лучше бы для Крыма и для крымчан было, чтобы Сталина не было. Не только для крымских татар, но и для всех остальных народов. Вот, да. Ну, вот такая оценка историка. Я только отмечу, дорогие наши слушатели и зрители, что если уж человек защищает такой вот статус и титул историка, это значит, что он провел просто неимоверное количество часов, лет в обучении, да, в изучении фактов, архивов, прочего. Вот вам, значит, мнение, не то что мнение, да, а историческая оценка Сергея Агроменко личности Сталина. Ну, что же, я только могу, вот мы закруглили эту тему, закрыли ее. Если вам интересно еще в ней покопаться, или вы вот только что пришли к нам в эфир, пожалуйста, смотрите, очень много интересных экспертов, это все есть на сайте Крым Реалии, в том числе у нас есть такая рубрика от Сергея Агроменко «Крымские истории», у нас есть публикации Гульнары Бекировой, крымско-татарского историка, тоже просто максимально разнообразны из той информации, которую в подконтрольном русскоязычном интернете Кремлю вы не найдете. Ну, правда. Поэтому, пожалуйста, приходите на сайт Крым Реалии. Теперь, значит, я должна отреагировать на некоторые комментарии в Ютубе о том, что, значит, меня тут заставляют врать, и я вот вынуждена говорить то, что я говорю, и прочее. Я что делаю?
беру тему, мы ее обсуждаем с экспертами, эксперты ее комментируют и прочее. Я могу только реагировать как-то на ваши комментарии для того, чтобы у нас завязывался диалог. Но меня никто не заставляет ничего говорить, да, и все, то есть и явно я не вру, и явно мне совесть не позволила бы лгать и говорить то, ну, что я не считаю вот нужным, ну, вот как-то так. Поэтому, дорогие мои, я вам только советую больше проводить времени на сайте Крым Реалии, больше слушайте радио Крым Реалии, и тогда, возможно, мы друг друга будем лучше понимать. Вот так вот. Я только отмечу, что на полуострове сегодня не так много свободных СМИ, не так много независимых журналистов. На самом деле за 5 лет Россия сделала все, чтобы свести к минимуму их количество. И просто десятки журналистов вынуждены были на самом деле или уйти из профессии, или переквалифицироваться. Поэтому не так просто найти сегодня объективную информацию про Крым. Я думаю, что Крым Реалии — это один из таких важных источников информации для вас. Спасибо всем за то, что были с нами. Оставайтесь с радио Крым Реалии на 105,9 FM. С вами была Катерина Некречия. До встречи. В эфире радио Крым.